Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Уайт и продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. В соответствии с решением Еврокомиссии, Словения автоматически продлит временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2024 года. Правительство объявило, что людям с признанной временной защитой новые карты будут выдаваться бесплатно. Как написано в новостях, это позволит людям найти жилье, получить доступ к здравоохранению, образованию и европейскому рынку труда. Сейчас каждый беженец из Украины получает чуть больше 400 евро в месяц финансовой помощи. Но если человек устраивается на работу, то финансовую помощь перестают выплачивать всей его семье. И получается, людям невыгодно искать себе работу. А помимо того, что ежемесячно каждый беженец получает финансовую помощь, также получают компенсацию за жилье. А если кто-то один из семьи находит работу, то помимо того, что они лишатся всей финансовой помощи, также у них заберут финансовую компенсацию за жилье. И получается, что людям из Украины абсолютно невыгодно искать себе работу, а выгодно просто сидеть на дотациях от государства. Министерство внутренних дел сообщило, что на сегодняшний день подано 7889 заявлений о предоставлении временной защиты и приняты решения по 7515 делам, из которых временная защита уже предоставлена 7160 лицам. Вот такое примерное количество беженцев из Украины сейчас находится на территории Словении. По мнению экспертов, ледник Триглав может вскоре исчезнуть, если неблагоприятные погодные условия сохранятся. Последние изменения показали, что ледник Триглав и ледник Пацкуты значительно сократились и истончились. Учитывая последний снежный сезон, хорошо, что они вообще остались. Если ситуация аналогичная нынешнему году повторится в ближайшие годы, крайне мало снега, температура выше среднего, эксперты предупреждают, что остатки ледников могут полностью исчезнуть. Раньше думали о ледниках как о чем-то само собой разумеющемся, но потом на протяжении десятилетий он начал исчезать. Да, и сейчас невероятно тепло. Даже за те 5 лет, как мы приехали в Словению, ощущается, как с каждым годом зимы становятся теплее и теплее. 5 лет назад, когда мы приехали сюда, был март месяц, и на улице лежал снег. После этого практически никогда не было снега на улице. И в ноябре обычно достаточно прохладно. Но сейчас ноябрь месяц, на улице тепло, и не просто тепло, а плюс 20-25. И мы до сих пор в квартире находимся без отопления. Посмотрите, как я одета, с коротким рукавом, и мне достаточно жарко. То есть мы вообще не включаем отопление. И Европа точно в этом году не замерзнет, и даже Новый год нам придется встречать без снега. Еще одна сопряженная новость, которая меня заинтересовала. На леднике Триглав и его окрестностях в этом году собрали 380 килограммов мусора. Это 9-я кампания «Убери наши горы». Самая интересная находка среди мусора – это обломки самолета, разбившегося под Триглавом в 1989 году. Многие европейские страны сталкиваются с нехваткой врачей общей практики, то есть терапевтов. Решением этой проблемы в будущем может стать цифровизация здравоохранения. Нехватка врачей общей практики, то есть терапевтов, является самой большой проблемой в медицине. Ноябрь месяц, посвященный мужскому здоровью. Наиболее опасным мужским заболеванием является рак предстательной железы, от которого ежегодно в Словении заболевают около 1600 мужчин, а около 400 из них умирают. В настоящее время в Словении работает около 60 урологов и 30 специалистов в этой области, а нужно не менее 120. Срок ожидания посещения уролога слишком велик, и ожидание длится от 3 месяцев до 2 лет.
Из-за таких долгих ожиданий происходит позднее диагностирование болезни, и, соответственно, это влияет на успех в лечении. Важность введения программы скрининга, которая важна для раннего выявления рака предстательной железы, будет обсуждаться на Госсовете 10 ноября. И вот как раз здесь тоже выявляются проблемы в нехватке врачей. Недавно в университетской больнице Любляны была успешно проведена первая имплантация сердечного клапана с использованием инновационного метода. Новый метод не требует использования аппарата для экстракорпорального кровообращения. Эксперты заявили, что готовились к этому проекту 2 года. В Люблянской больнице планируют устанавливать клапаны 10 пациентам в год. Затраты на лечение еще не полностью покрываются страховкой, так как метод является относительно новым. Так что, к сожалению, людям придется доплачивать деньги за операции из своего кармана. Друзья, это все новости, на которые я обратила внимание на этой неделе. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Также не забывайте, пожалуйста, заходить на мой инстаграм. Там тоже много всего интересного. Желаю вам здоровья и до новых встреч. Пока-пока.